Мы изучаем как школы, так мы и разговариваем и с районными администрациями, со школьными администрациями. Вот. И работа действительно важна, именно может быть во взаимодействии с другими общественными советами. И почему уже было сказано. Вот. Но сейчас вернемся к этой узкой теме, да, вот именно этого анкетирования. Оно было небольшим, оно было пилотным, и оно было в рамках мониторинга вопросов устойчивого развития в содержании образования. Вот. Какие вопросы задавали детям? Вот то, о чем мы сейчас говорили очень долго и эмоционально, как раз о том, как дети оценивают свое жизненное пространство в школе. Хочу сказать, эти 4 школы, они все находятся в Бишкеке. Ну вот если спросить нас как родителей, то это школы, которые на хорошем счету. И 3 из них даже считаются на очень хорошем счету. Но однако вот на все вопросы и о техническом состоянии, и о том, есть ли у детей места для творчества, и вопрос по спортивным залам, и по экологии, и по атмосфере в школе, да, о том, как им помогают психологи, учителя в разрешении каких-то конфликтов. Ни на один вопрос, да, оценка не превысила, можно сказать, 3 балла, да. То есть дети довольно низко оценивают состояние, да, жизненного пространства своей школы. Что самое примечательное, то, как они оценили отношения между учителями и учащимися. На этот вопрос даже 3 балла как бы не набрали, да? Вот, это говорит и о физическом состоянии, да, техническом состоянии школ, хотя, еще раз скажу, это очень хорошие школы. Что еще могу сказать? Дети, в этих анкетах были и открытые вопросы, комментарии, то есть дети могли оставлять комментарии практически по любому вопросу. Что примечательно, а могли и не оставлять. Но дети очень активно и серьезно отнеслись к этим комментариям, да. И, конечно же, вы, наверное, можете угадать, да, больше всего по техническому состоянию, какие были нарекания, да. Вот, естественно, это состояние туалетов, то, что вы говорили, состояние классных комнат и так далее. И даже мальчики, что удивило, что даже мальчики проявили активность, да, и даже им не безразлично вот состояние. И что здесь хочется сказать? Действительно нужны стандарты. Поскольку, да, мы говорим, это хорошая школа, но как мы поймем, что она хорошая школа, даже вот по элементарному техническому состоянию туалетов, да? Ну вот о психологической атмосфере, да, атмосфере дружелюбия. Мы также задавали вопросы, например, как часто проводятся мероприятия, да, например, по многообразию культур, как основа толерантности, да, нормы безопасного и здорового образа жизни. Какие-то еще, да, вещи их спрашивали. Можно после презентации? И вот я хочу сказать, что, к сожалению, ну вот, особенно если судить еще по комментариям, по нормам безопасного образа жизни, да, по каким-то таким темам, еще если
более-менее 50% ответили, что да, проводится, и как минимум раз в четверть, то по остальным вопросам это проводится очень редко. То есть ответы никогда и редко составляют более 70%. Вот этот мы пропустим. Ну, здесь тоже можно говорить, да, о социокультурной компетентности. Должны говорить, да, на уроках. Например, социальные предметы, история, ЧИО, граждановедение должны формировать личностные, гражданские и какие-то социальные навыки. Но на самом деле и эти предметы, ну, получают где-то 3,5 балла, да. Самый низкий балл это вот у тех предметов, которые объединены в кластер искусства. Ну, то, что они посещают в основном все факультативы и кружки за пределами школы, это мы знаем, да, и этот опрос подтверждает. Вот. Дети говорили о том, какие предметы пригодятся им в жизни. Самый высокий балл набрал предмет иностранный язык. Вот. Чуть меньше, но тоже выше 4, это предметы русский язык, литература, ну еще там были кыргызский язык, тоже вот примерно где-то на уровне 4. О том, как дети умеют строить свою карьеру и экономическую деятельность, о том, как в этом им помогает школа, мы можем увидеть, что ну, этим вопросам в школе не уделяется практически никакого внимания. Хотя мы говорим о том, что именно в школе мы готовим и ответственного человека, да, и готового к реальной жизни за пределами школы. Что еще хотелось сказать по результатам этого анкетирования? Анкета это есть, она существует, и ну, ее можно и в бумажном варианте распространять, и был сделан вариант, который можно заполнять онлайн. То есть, в принципе, если есть интерес каким-то образом, да, повторить или расширить географию такого анкетирования и получить ответы, например, по регионам, то это было бы, наверное, здорово. И в этом могли бы помочь и другие какие-то общественные советы, у которых, может быть, есть какая-то тоже деятельность, связанная со школами. И мы могли бы вот такие опросы проводить совместно. Что еще? Мы участвовали в обсуждении 2 исследований, которые проводил Булан-институт именно по школам. Первое исследование было по состоянию школ, по физическому состоянию школ именно. Оно было проведено летом. А второе исследование они провели позже, и презентация состоялась совершенно недавно, совсем недавно, и там темой было именно финансирование школ. И финансирование школ именно с точки зрения участия родителей в этом финансировании. И очень хорошо, что мы сегодня будем уделять внимание не только вопросам, да, состояния школ и стандартизации, да, каких-то обновления или ну, проектирования каких-то новых норм по состоянию школ, но в то же время, кто все
эти нормы профинансирует, то есть кто профинансирует соответствие школ этим нормам. Родители сейчас говорят, и совершенно справедливо говорят, что они делают довольно серьезный вклад, да, в развитие школы, именно в развитие, поскольку государство, оно в основном только занимается финансированием вот этих обязательных статей, да, и на развитие там не остается практически никаких денег. И сейчас в обществе поднимается вопрос, и он давно поднимается, а нужно ли узаконить как-то вот этот вклад родителей, либо его нужно, либо нужно его переводить в какое-то другое русло, да. И тут возникает еще один вопрос. Ну, по крайней мере, в таких больших городах, да, в Бишкеке и в Аше, родители, которые участвуют именно финансово в развитии школы, но они не имеют практически никакого голоса, да, в том, как должно идти это развитие. И вот... Ну вот от нашего общественного совета запрос к проекту, не это вот то, что сегодня происходит, это вот проект Европейского Союза, да, круглый стол вот этого проекта, и мы обсуждаем, да, то, каким образом мы будем говорить о стандартизации и о финансировании. Вопрос финансирования также обсуждался и на слушаниях в Жогорку Кеңеши, но вот мнения сейчас на данный момент такие диаметрально противоположные, начиная от того, что вообще разрешить собирать только там 100 сом, например, да, и все остальное считать незаконным. И а на другом конце стоят те, кто говорят, если этих денег не будет, то вы не ждите никакого качества. Так вот вопрос, какого качества и за какие деньги мы можем ждать. И я думаю, вот сегодня мы как раз говорим об этом. Это к вопросу о том, зачем мы сюда собрались, да? Зачем мы сюда пришли.